Жасулан, добрый день. Добрый вечер. Да, У уже, нас да, вечер. да, уже добрый вечер. Наверное, все мы видели интервью с вами, мы все смотрим, практически Якутия вся смотрит, значит, канал Золкина на Ютубе. Вот. И в первый раз лично я увидела вас там. И была очень удивлена, потом пошла в Инстаграм, увидела и очень восхищена. Расскажите, пожалуйста, как вы, поскольку не все знают, да, и мне самой, наверное, будет интересно, как вы оказались в Украине? Э, Я жил у себя свободно в Казахстане, и, ну как свободно в кавычках, и регулярно смотрел новости, как и все люди, был приучен к этому. И 13-й год в Украине начались массовые протесты против действующей власти, Майдан. Вот, и целый год это крутили, ну, не год, а там, ну, долгое время по телевизору. И тогда я начал узнавать более подробно про то, что творится в Украине, потому что я знал только географически, что есть такая страна, не вникая. Вот. А потом на тот момент как раз была возможность прилететь, и мне было очень интересно любой ценой оказаться тут, посмотреть, что тут творится, действительно ли тут можно отгребсти, так сказать, за разговоры на русском и все тому подобное. Вот. И в 15 году, в начале, прям сразу в январе, вот после Нового года, я прилетел, смотрел немножко с той призмы, которую мне навязали через новости. Но прожив 2 года в Киеве, я понял, что мой мозг был зомбирован тем, что показывали по телевизору, что тут очень простые люди. Если говорить о плохих людях, в каждой стране они есть, в семье не без урода. А если отталкиваться от хороших людей, здесь их очень много, очень классных, простых людей, которые просто хотят счастливо жить. И вот так вот я оказался тут, и с того момента уже все больше и больше вникал во все ситуации, связанные с Украиной. А на войну вы сразу пошли? Потому что там же был Нет, операция, да, проходила мгм. там, где Донецкая и Луганская области. Сначала я 2 года жил, не интересовался вообще тем, что происходит. Помню, в 16 году впервые я пошел, музей Великой Отечественной есть в Киеве, такой великий музей. И там был трофейный захваченный российский БТР. То есть на тот момент власть России указывала на то, что она не имеет никакого участия со стороны Восточной Украины. Вот, но были доказательства, захваченная техника и так далее. И вот тогда я впервые вообще начал задумываться о том, что происходит на Донбассе. Уже потом, позже, я уже начал активно изучать этот вопрос. Тем более уже были мои друзья, которые сражались. Я узнавал из первых уст все, что творится, и тогда принял решение пойти защищать страну, которая мне дорога. Мгм. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо. А скажите, пожалуйста, вот вы знаете, это видео мы записываем еще и для тех якутян, а для тех саха, которые собираются пойти на войну, да, которые верят нашим властям, пропаганде нашей. И для тех, наверное, кто еще сомневается. Ну, мы не будем говорить о тех, кто уехал. Спасибо, кстати, большое Казахстану, потому что очень много якутян уехало в Казахстан, Монголию и в Кыргызстан. Спасибо этим странам. Хорошо нас принимают, очень хорошо. Люди очень хорошие. И так вот нас по-братски. По-братски нас принимает наш народ. Спасибо большое. Вот я хотела спросить, отличается ли война от того, что мы видим в фильмах, и даже от того, что мы, может быть, где-то наблюдаем в телеграм-каналах какие-то кусочками, да, от того, что на самом деле там происходит. Люди должны вообще понять, да, что это на самом деле грязь, это смерти, это страх постоянный, да, что-то такое вот. Э, Кардинально отличается. Я рос на американских боевиках. Я в целом любил фильмы и про войну, и про шпионов, и про все подряд. В реальности
никогда даже и на 50% не будет схоже на фильмы. Ну, потому что, если уж говорить о подробностях, бывают моменты, когда тебе некогда сходить элементарно в туалет. Вот. Когда идет плотная битва, а тебя прижало, тебе надо соображать на месте, поэтому такого в фильмах не покажут. Вот. Война это ужасно, и учитывая вообще реальность того, что продолжают зомбировать людей, которых призывают со стороны России, да, Украина тоже несет потери, но они кардинально отличаются от потери Российской Федерации. То есть у нас потолок до 15 тысяч потерь за эти 10 месяцев, а со стороны Российской Федерации официальных только солдат около 100 тысяч. А это не учитывается еще разные добровольческие отряды. Вот. Поэтому то, что люди погибают пачками, вот сегодня можно убедиться, поля Бахмута, которые усеяны трупами, никто их не забирает, они гниют. Вот. Ну, этого тоже в фильмах навряд ли так в подробностях покажут. Это все ужасно, потому что у каждого бьется сердце, в жилах пробегает кровь, и каждому хочется жить, у каждого есть инстинкт самосохранения, но когда ты понимаешь, что уже все, последние секунды тебе остается жить, я думаю, этого можно избежать заранее, когда есть возможность обдумать. Потому что если зомбируют и говорят, что это легкая прогулка, почему тогда, как и говорили, за 3 дня не захватили Киев? А уже почти год идет война, и за последние полгода только на 10 километров продвинулись по полям. Но это показывает то, что тут делать нечего людям, которые призываются с той стороны. Да. У вас было ранение? Да, в марте месяце. Мгм. Ну, сейчас все в порядке. Относительно. Там было телесное ранение, осколки, а потом острая контузия. Со временем, когда ты постоянно в состоянии адреналина, ты привыкаешь к этому режиму и учишься жить как машина. Вот. И я не думал о том, что вчера там погибло много моих побратимов, потому что у меня есть новый день, новые задачи. И был такой момент, когда я впервые за 7 месяцев оказался в Киеве, у меня была неделя отдыха. И вот когда я остался сам в отеле, один, сам с собой, я начал прокручивать все лица, которые мои друзья погибли. И вот тогда у меня появились, наверное, первые признаки вообще ПТСР. И когда я уже вернулся на службу, я не мог, как прежде, бесстрашно воевать, потому что в голове был тяжелый багаж. Вот это, наверное, страшнее, чем просто телесные какие-то повреждения. Мгм. И это ждет каждого, кто едет с российской стороны на войну, правда? И кому Да, посчастливится вернуться. Возвращается, вот у нас тоже приехали у нас раненые, да, в колясках в инвалидных возвращаются. Я думаю, что им стоит об этом задуматься в первую очередь, что их ждет еще. если, да, каким-то чудом все-таки вернуться, то важно понимать, что у всех у нас одинаковая химия, есть разные рецепторы, поэтому багаж, который будет иметься в твоем мозгу, это на всю жизнь. Тот ужас, который человек там увидит, он потом в повседневной жизни не может адаптироваться иногда. Если прям слишком его потрепает, он будет просто не способен к нормальной, естественной жизни. Поэтому важно это помнить. А я вот слышала, что украинских военных прямо перед отправкой тоже готовят, да, психологи с ними работают, и после. У нас в России такого Вообще, нет. у украинских военных очень сильная подготовка, потому что я сам проходил еще в декабре 21 года специальное обучение по методичкам НАТО, вот, в одном из лучших полигонов, поэтому я знаю, что тут готовят очень сильно, и разница большая, небо и земля, потому что были люди, солдаты у нас, которые имели родственников со стороны России, узнавали, как там все происходит, поэтому да, тут небо и земля, тут люди морально готовятся перед тем, как поехать на войну заранее, а не так, что вот тебе пришла повестка и тебя заставили. Тут такого нет. За 3 часа собраться и уехать на войну. Мгм. Правда же? Да? Да, вот здесь важно еще понять, что почему такой прогресс у Украины на поле битвы, потому что последние 8 лет Украина сражается. Этого же никто не признает. Но 8 лет тут идет война. И тут очень много опытных ребят, которые просто имеют уже
не просто способности защищать, а уже агрессию. Ну, потому что то, что переросло там в Бучу и тому подобное, уже не вызывает просто желание защитить свою землю. Поэтому здесь ребята очень опытные, сильные, и не стоит сталкиваться с такими ребятами на поле битвы. Очень много видео, кстати, да, мы все время говорим об этом, да, что россиян прямо убивают как тараканов. Россиянин не видит своего противника в лицо. Вот. Вообще, последние разы, да, вот учитывая, что происходит, вот что это то, что мы знаем точно, что происходит в Бахмуте. Это для примера нашим тюркским братьям. Раньше, февраль-март, война была такова, что безудержно, без смысла отправляли солдат со всех углов. Мы тогда еще изначально верили, что да, это там вторая армия в мире. А потом, когда начали косить их просто налево и направо, мы уже начали сами удивляться, что происходит, почему все так легко. Вот. Потом была вторая фаза, когда поменяли немножко стратегию, уже меньше отправляли людей и просто бомбили день и ночь. Сейчас пошла опять третья фаза, которая во многом схожа на первую, но они стали немножко хитрее. Можно ли это назвать похвалой? Я считаю это глупостью, потому что те, которые едут мобилизованные, которых заставляют, они реально мясо в том плане, потому что в Бахмуте, вот, допустим, ребята роют по-быстрому себе окопы хорошие. Сторона России не знает, где находятся эти позиции. Для того, чтобы их выявить, они отправляют штурмовые группки по 7-8 человек, несколько групп на убой. Мы понимаем, что к нам подпускать близко нельзя, потому что это угроза, и начинаем открывать огонь. Вот, соответственно, артиллерия России уже отмечает у себя точки и бьет по арте. Но что хотелось сказать, что именно людей отправляют на мясо. Осознанно, целесообразно они просто становятся мясом. Те, которые радовались, садились в поезд, там бухали, их там провожали, ау, будем сражаться, поймите, что вы просто едете на мясо. Ну, это реальность. Это не в тот факт, что пытаемся там запугать. Это реальность. Вот то, что сейчас происходит. Достаточно зайти в интернет не через Яндекс, а просто вот отказаться от всего пророссийского и зайти на источники, которые говорят правду, то можно увидеть, что происходит. Да, украинских каналов, телеграм-каналов, которые показывают на самом деле, что происходит, очень много. Правда? Нужно только захотеть туда зайти и посмотреть, не побояться и принять для себя Да. решение. У меня сейчас очень такой будет для нас, для всех, для украинской стороны очень сложный вопрос. Я, конечно, думала, задавать его или нет, но полагаю, что задать нужно этот вопрос. Я не знаю, как вы будете отвечать, для того, чтобы саха, буряты, тувинцы и башкиры, прежде чем поехать, тоже 10-100 раз подумали. У меня такой вопрос. Значит, активно сейчас муссируется такая тема, что украинская сторона не берет в плен азиатов. Вот. Я читаю в телеграм-пабликах, в зетовских, да, там конкретно пишут, украинцы в плен не берут азиатов, не бурятов, ну, неважно кто ты, берут кавказцев, кадыровцев, да, кадыровцев берут, потому что кадыровцы – это хороший обменный фонд. Азиатов не берут, потому что азиатов, во-первых, не обменивают, во-вторых, украинские военные очень злые там, с 2014 года, когда поехали вот эти все бурятские батальоны, якутские батальоны поехали воевать, очень злые на азиатов. Так ли это? Секунду. Это все вранье, потому что день и ночь Россия помимо поля боя еще пытается очернить имя через свои телеграм-каналы. Мы тоже следим за новостями, читаем абсолютную ересь, вот, поэтому верить нельзя. Злоба есть, злоба большая именно к людям азиатской внешности, но в плен берут всех, потому что в первую очередь это обмен на наших ребят. Мы же мыслим так. Вот, возможность обменять, чтобы наши пацаны вернулись к семьям. Поэтому, не знаю, лично я такого не встречал, то, что вы говорите. Хорошо. Еще хотела спросить вас по батальону «Туран», который сейчас вот недавно, совершенно месяц назад, по-моему, или 2 месяца назад, они объявили
о том, что они воюют на стороне Украины против России. Вы знаете что-то о них? Мгм. Меня уже много раз спрашивали, и, между прочим, почему-то многие сепаратистские телеграм-каналы писали, что я присоединился к Турану, но нет, я ничего про них абсолютно не знаю. Я служу в официальной армии в ЗСУ, ну, поэтому знаю только то, что идея сама очень крутая, что бывает, что тюрки, которые сражаются за Украину, им тяжело понимать вообще какой-либо язык, а тюркоязычные, они между собой похожи. Мгм. Поэтому ребята друг друга понимают, и есть один там, ну, свой же командир, который может объяснить на доступном языке, и они могут выполнять нормальные задачи, понимая все с полуслова. Вот Мгм. такая задумка, да, мне нравится. А так я особо подробностей не знаю, честно. Мгм. Мгм. Ну, вообще сейчас, насколько я знаю, там не только Туран, там еще и другие ребята собираются, значит, тоже тюрки, да, Мгм. из числа националистов российских, из национальных республик. Вот, ну ладно, это уже другой вопрос. Я хотела еще, знаете, вот сейчас у нас мы очень активно с лета прошлого года антивоенные движения, и наши в том числе, говорим о нацизме внутри России. Мы на себе Мгм. Мы слышали последнюю новость мы, вот эту. да, мы на себе это очень, значит, хорошо чувствуем, до сих пор чувствуем, да, вот эти Тувинка родила в Самаре, Да, И да, как, да, это жесть. как ее, значит, это вообще были какие-то ужасные вещи. В Казахстане русский мир э, тоже как-то проявляется, да? Да, дело в том, чтобы окончательно принять решение, буду ли я на стороне Украины, я что же обдумывал. Я вспоминал свое детство и юность. Тогда, еще будучи в Казахстане, может быть, я не знал всей причины. Но как повзрослел, я осознал. Нас всегда считали второсортными на нашей же земле. И бывало такое, что всегда ходили группками, не впуская в свои компании казахов. Когда я был подростком, я доводилось общаться с одной женщиной, которая просто была озлоблена на весь мир, кроме русских. Поэтому я много такого видел. И когда уже стали взрослыми, мои ребята начали перегонять с России машины, когда рубль упал. И они рассказывали все в подробностях, как к ним там относились за эти 2 недели, которые они там пробыли. И я просто не понаслышке знаю, какое отношение там именно ко всем людям с Востока и какое отношение тут. Вот. Само осознание того, что я спокойно служу здесь в официальной армии среди своих братьев, доказывает то, что тут нет такого. Ну, поэтому много факторов, и в Казахстане я, наверное, формировался как раз вот как человек, который испытывал на себе шовинизм. Настоящий русский шовинизм, мы всегда будем второсортными, они могут в лицо улыбаться. Единичные случаи есть. У меня есть хорошие друзья, которые любят Казахстан, подчеркивают идентичность к тому, что они рождены в Казахстане и любят только Казахстан. Таких я уважаю. А вот есть те, которые всю жизнь прожили в Казахстане, 30-40 лет, не знают ни казахского, ничего, и продолжают поддерживать фашистскую империю Путина. Я не понимаю, почему. Вот и все. Да, у нас тоже. А вообще Казахстан, он же поддерживает Украину, да, в общей своей массе. Если говорить о народе, то да, народ около 80%, уже даже больше вообще. Они полностью топят за Украину, отправляют лекарства, гуманитарку, все возможное. Отправляют, донатят ЗСУ, там бизнесмены казахские из-за рубежа отправляют на ЗСУ машины. Вот, поэтому идет максимально высокая поддержка. Вот. Мгм. Власть немножко троит, там, триггерит, а народ, да, за Украину. Мгм. Ну, власть, конечно, они всегда, политики всегда будут такие, и здесь маленько, и там, и, может быть, мы здесь Да, что-то политика – это получим. темный лес. Да, и, может быть, мы здесь что-то получим, и здесь, значит, у нас будут какие-то привилегии. Очень известная история, понятная. Есть у вас что вообще сказать по тем саха, которые не знают, ехать, не ехать, не убегают от Есть, мобилизации с повестками, и вот сидят и никуда не поеду, призовут, пойду. Вот к таким людям. есть, конечно. Важно посмотреть в реальности в глаза. А,
Россия устроена так, что вся Россия работает на два города, это испокон веков, на Санкт-Петербург и на Москву. Отстраиваются два крупных мегаполиса, многомиллионные, а многие регионы очень бедно живут. Казахстан во многом пародирует и строит Алмату и Астану, редко ухаживая за остальными классными городами, да, вот. И я не понаслышке знаю, что это по сути ужасно, потому что у меня друзья со многих регионов Казахстана, и есть те, которые живут в очень ужасных условиях. Поэтому, если посмотреть в реальности в глаза, что происходит с Бурятией, там, да, с якутами, регионы грабят, и люди не могут жить, как и стандартные страны, в которых все стабильно и ровно. Вот здесь в реальности глаза посмотреть, тебя мало того сейчас призовут погибать за идею Кремля, так ты еще у себя не можешь жить нормально, потому что все твои природные ресурсы работают на столицу. Вот, поэтому обдумай свой шаг. Что лучше, гнить под Бахмутом, лежать на поле никому не нужным, потому что никто не забирает тела, или уже отсидеть в тюрьме, может и грубо звучит, но на крайняк. Лучше отсидеть 2-3 года в тюрьме, чем навсегда потерять вообще сердцебиение. Вот. Либо же собираться массово и устраивать антивоенный движ, потому что все к этому идет. Есть люди в России, которые просыпаются, вот, и санкции давят, и беднеет в целом государство, и поэтому люди просыпаются и должны устроить этот движ, чтобы скинуть преступный режим, и все. Спасибо большое. А как вы за то, чтобы Россия раскололась на, чтобы, допустим, Якутия отделили? Да, абсолютно за. Вот взять ту же Ичкерию, она всегда сражалась за свою свободу и независимость. А что они сделали? Они взяли и просто оккупировали ее. Те же дагестанцы недавно пытались вырваться на свободу, их опять снова оккупировали. Есть много республик, у которых своя идентичность, своя история, своя вера. Вот, и они должны жить так, как хочется им, а не так, как им диктует. Поэтому я всегда за свободу, то, что и мы и тут делаем. Тут люди сражаются за свободу, тут нет такого, что преступно тебя заставили. Вот, поэтому, естественно, я буду поддерживать свободу любого народа, который хочет жить ровно. А, Спасибо большое, а, Жасулан. Было очень интересно. Наверное, я вас больше не буду задерживать. На этом мы закончим. Я хотела бы сказать, что когда-нибудь, ну, все равно все это закончится, вся эта война закончится. И первыми, конечно же, вопрос о сепарации, о разделении России, он стоит сейчас очень остро. Но он только пока, вот, Мгм. да, он очень остро стоит, и как только уйдет Путин, не уйдет Путин, вопрос этот, ну, как бы придет другой, может быть, да, такой же, как Путин, или еще что там будет. Все равно рано или поздно мы этот вопрос поднимем. Кавказские регионы сразу уйдут. И мы со своей стороны тоже думаем, что хватит уже 400 лет кровавой истории, да, присоединения кровавого, когда нас тут за ребра подвешивали, кожу с нас сдирали живых, да, варили нас в котлах, жгли на кострах. Вот. Наконец-то все это закончится, и наконец-то мы будем свободны. Вот, так же, как Украина, кстати, нам в этом сейчас подает нам очень большой пример всем порабощенным народам России. Да, Вот, поэтому я хочу сказать слава Украине, вот, Алгах героям слава, Казахстан, вот, да. и по-якутски, Свобода республикам. да, свобода республика, Муру и Айхал у нас говорят. Да, и э, еще хотелось бы подчеркнуть вот обращение к солдатам, которые будут призываться. Э, Есть такой, ну, тот же Золкин, вот, у него есть такая тема, называется «Хочу жить». Люди, которые заранее с ними связались, имеют возможность просто вот добровольно сдаться и жить в хороших условиях. Мы все знаем, как тут содержат пленных солдат по Женевской конвенции, иногда лучше, чем наши условия, когда мы в окопах жопы морозим. Поэтому
Просто, если ты понимаешь, что тебя насильно забрали, обратись, свяжись, и со временем тебя скорректируют, откуда тебя забрать, и ты добровольно сдашься. А еще лучше будет, если еще и технику сдашь, награда будет высокая. Тут все делается как для людей. И поэтому лучше думать, если даже уже насильно призвали, то есть всегда способы остаться в живых, не успев при этом натворить какие-то ужасные вещи, необратимые. Да, да. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Да, все, Да. удачи.